И сегодня мы с вами продолжим тему, которую мы начали еще летом. И это у нас была универсальная молитва на все времена. И мы делились тогда словом о молитве хвалы и благодарения. То есть молитва, которая существовала от начала, которая будет звучать в вечности, молитва, которая доступна всем, даже младенцам во Христе, и которая уместна всегда и везде, в любых ситуациях, которая всегда по воле Божьей и которая всегда эффективная. И если к этой молитве хвалы и благодарения, никаких обычно претензий, каких-то там недопониманий, критики нету и не звучит в этот адрес, все понятно, что это воля Божья, чтобы воздавали Ему хвалу и благодарение. Так вот, молитва, которую мы будем сегодня с вами рассматривать, она как раз в ряде тех молитв, которых как раз на нее больше всего нападок и происходит. И больше всего недопонимания, больше всего игнорирования этой молитвы. И именно, хотя эта молитва, она также, по сути, она универсальная, потому что она всегда в воле Божьей, и она всегда востребована, и она всегда уместна. Вот просто всегда. Где бы, в какой бы ситуации вы ни молились. Это очень эффективная молитва по Слову Божьему. Есть отличие от молитвы хвалы и благодарения в том, что эта молитва, она пришла к нам только в новозаветное время. Ветхозаветным ею не пользовались. Этой молитвы ее не было, не могло быть. И отличие то, что ею могут молиться только те христиане, которые крещены Духом Святым. И вы знаете, о чем пойдет сегодня речь из названия проповеди, если ее выводили или посмотрели в свои гаджеты. Мы будем сегодня говорить о молитве на иных языках. И я вам хочу сказать, драгоценное, что именно доктрина о молитве на иных языках, так же точно, как и доктрина об исцелении, они претерпели больше всего нападок. Больше всего. И критики. Почему? Вы сегодня узнаете, почему. Почему дьявол просто ненавидит эту молитву. Вы услышите, для чего она нужна. И я просто вам гарантирую, что те, которые будут ее применять так, как должно, ваша молитвенная жизнь не просто обогатится, но вы решите многие вопросы, которые у вас не решались годами. И это все делает эта молитва. Где же мы впервые с вами встречаемся с этой молитвой? Мы видим, что в Деяниях, в 1 главе, открывать не будем, в Деяниях, в 1 главе, когда Иисус уже воскрес, и Он 40 дней приходил к своим ученикам и учил учеников своих о Царстве Божьем, Он их предупредил, дал такое предупреждение. Он сказал, что ожидайте в Иерусалиме, ожидайте обещанного от Отца, никуда не уходите из Иерусалима. И вот ученики Иисуса, они ожидали. А что же ожидание какое было? Чего? Что обещал Отец? Что обещал Отец? Духа Святого. Он обещал дать Духа Святого. И дальше Иисус продолжает, это 4-5 стих. «И вы будете крещены Духом Святым». И мы видим, что в день Пятидесятницы действительно сошел Дух Святой, это как ветер, как языки пламени. И можно уже открыть Деяния, 2 глава, 4 стих. И сошел, да, Дух Святой. Открыть, да? Угу, да. «И исполнился Духа Святого, и начали говорить». Как там написано? На иных языках, как Дух давал провещевать им. Значит, они начали говорить на иных языках. Вот мы впервые с вами встречаем иной как бы язык, да? Вот. Значит, и как же мы, знаете, хотя иной язык пришел именно с крещением Духом Святым, но связали именно иной язык, как знамение, с крещением Духом Святым только в 20 веке, в 1901 году. Это произошло, хотя до этого во все столетия люди говорили на иных языках, и такие явления были, но не связывали с крещением Духом Святым. Но в 1901 году есть такая школа Вифильма, многие учились в этой школе, в Америке. И это школа, где Чарльз Паркман, он учил именно церковь, вот учил о крещении Духом Святым, о языках, и он помолился в новогоднюю ночь за всю церковь.
И вот одна из его учениц, которой было 38 лет, Агния Огнес ее зовут, она заговорила на иных языках. И что было удивительно, почему начали изучать этот феномен? Потому что она 3 суток не могла говорить на английском. Она говорила только на иных языках. Начали слушать, изучать разные языки, что подходит, и выяснили, что она говорит на 7 диалектах китайского языка. И вот с этого момента, значит, люди, которые решались именно, просили, решались, чтобы они были крещены Духом Святым, с этого момента как раз и их называли миссионерами с билетом в один конец. Да почему так называли этих людей? Да потому что они, собственно говоря, когда слышали, что человек говорит на языках, и если интерпретировали этот язык, понимали, что это какое-то наречие, которое существует, да, там, на котором говорит в какой-то стране, этого человека, естественно, посылали в эту страну как миссионера. Они, собственно говоря, выполняли то, что было поручено Иисусом и написано в Деяниях 1 главе 8 стихе. Итак, да, есть такой стих, да? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне кем? Свидетелями, да? В Иерусалим, всей Самарии, Иудеи и даже до края земли». Поэтому эти люди ехали туда, соответственно. И как же мы можем получить драгоценное крещение, вот это вот, получить язык, крещение Духом Святым? Я просто говорю эти такие азы, потому что у нас много новообращенных людей, слава Богу за них, в церкви, поэтому я буквально чуть-чуть, потом перейдем к тому, что я хочу все-таки доложить и для более зрелых, скажем так. Как же мы получаем вот это вот крещение Духом Святым? Собственно говоря, это написано в Луки 11 главе 13 стих. 13 стих. «Если вы умеете даяние благие давать детям своим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святое просящим у Него». Что тут самое главное? Самое главное, у меня не выделено красным здесь, у меня-то выделено на компьютере, а здесь нет. Что самое главное? Что Он даст просящим. То есть, что нам нужно, чтобы получить крещение Духом Святым? Нам, драгоценное, нужно желать, понимать и попросить. Вот и все, что мы обычно и делаем с вами. Итак, давайте мы с вами посмотрим, кто же нам дал этот Дух Святой. Потому что, говорят, это дьявольский, да, это бесовщина какая и так далее. Давайте мы посмотрим по Писанию, кто же нам дал Дух Святой. И откроем для этого 1 Коринфянам 12 глава, 28 стих. 28 стих. И там говорится о том, что Бог поставил пятигранное служение. Да? Вот там апостолы, пророки, учителя. Он дал дары, да, Он дал силы чудотворные и дал дары. Перечисление 4 даров. Он дал дары там вспоможения, управления, исцеления. И что мы последнее читаем? Разные языки. Драгоценные, смотрите, кто дал? Бог. Там выделено, нет? Да, выделено. Бог дал. Бог дал разные языки. В чем сомнение? Кто дал? Бог дал. Это не человек придумал, это не дьявол нам подсунул, это Бог дал. И второе, чтобы вы убедились, что это от Бога, а значит, это благое для нас. Значит, мы давайте откроем еще местописание Марка 16 главу, где говорит Иисус, то есть, потому что Иисус, Господь, Он устанавливает языки как знамение, да, для уверовавших. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Какие? Будут изгонять, да, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить какими языками? Новыми языками. И дальше там размей, и ДД, смертоносный выпьют, возложат руки и так далее. Смотрите, значит, будут говорить новыми языками. Да? Вот мы с вами буквально посмотрели 3 местописания. 3 местописания. В Деянии, в 2 главе мы увидели, что языки какие есть? Иные. Так? В Коринфянах мы увидели, что языки есть, Бог дал разные языки. И здесь, как знамение, мы видим слово «новые языки». Видите, сколько уже прилагательных? Вы знаете, вы видите табличку. Это не эта табличка у нас. Табличка, где у нас по языкам, как знамение, да? 6, пожалуйста, 6 слайд, пожалуйста, вы видите.
Смотрите, здесь слово «иные» – это слово «этерос» на греческом. И оно означает, что ученики заговорили другими языками, различными языками. А там, где мы говорим в Коринфянам, где Бог дал разные языки, там другое слово, там слово «генос», и оно означает, что Бог дал нам разные языки по роду, по виду, по классу. Что это? У нас есть человеческий язык, но у нас мы читаем в 1 Коринфянам 13 главе, не будем открывать первый стих, что есть языки человеческие и есть ангельские языки. И мы тут читаем, что еще есть вот другие языки, разные. И давайте посмотрим, вот то, что местописание, которое мы озвучили в Марка 16 главе, там новый язык. Вы знаете, что означает слово «новый»? Это кайнос, новый, беспрецедентный. То есть такой язык, который ранее никогда не существовал. То есть который никогда не был в употреблении. Вот это кайнос. Это то же самое слово драгоценное, которое мы с вами цитируем и говорим, что новое, кто во Христе, тот новая тварь, новая, кайнос, которого никогда не было, потому что Дух Божий соединился с Духом человеческим. Вот здесь то же самое слово кайнос. Новые, беспрецедентные. Смотрите, мы видим вот разные такие, да, понимания этих языков. Теперь давайте мы с вами обратимся к Коринфянам 14 главе, 1 Коринфянам 14 глава. Это глава, которую апостол Павел посвятил языкам. И какое же мы там прилагательное встречаем? Вы знаете, ни одного из этих прилагательных, ни иной, ни разный, ни ангельский, ни новый нету. Но там есть другое слово – незнакомый. И это слово, оно взято в кавычки, драгоценные, такие вот квадратные скобочки. Для чего? Если вы читаете в Слове Божьем, какое-то, видите, что что-то взято в кавычки, это, знаете, в скобочке, что этого слова нет в оригинале. Оно просто дано для того, чтобы у нас было понимание, для того, чтобы нам было ясно Писание, и для ясности этого Писания, и то, что оно открывает суть Писания. И вот мы с вами сейчас убедимся, о чем же идет речь, о чем пишет апостол Павел именно в 14 главе Коринфянам. И он пишет там в 5 стихе, что он желает, чтобы все говорили языками, а более всего пророчествовали. В 6 То есть, смотрите, даже можно со 2 стиха, кто говорит на незнакомом языке, тот не любит, говорим, о Богу, да, потому что никто не понимает, о чем он говорит, да. Смотрите, если бы это был просто наречие, кто-то понимал бы, да? Кто-то понимал бы, если бы он говорил? Он говорит, никто не понимает. Он тайно говорит духом, никто не понимает его. Вот в 5 стихе он говорит, что более всего, чтобы говорили языками и пророчествовали. Да? Он просит того, чтобы мы истолковывали этот язык. Если это наречие, человеческий язык, ну чего его толковать? Его нечего толковать. Далее он говорит, нет, слайдик другой надо поставить сюда, чтобы люди видели. 7 вы поставили, да? 8 слайд. 8 слайд поставьте, пожалуйста. 8, девочки. Ага, сестры. 8 слайд. В 6 и 13 стихе он говорит о даре истолкования языков. Об этом мы тоже сегодня столкнемся. В 9 стихе он сравнивает этот язык, знаете, с какими-то невразумительными словами. Ну скажите, язык, который мы вот говорим, разве это невразумительные слова? Да? Тоже нет. Значит, в 18 стихе Павел заявляет о том, что он более всех говорит языками. Он не имеет в виду, что он такой полиглот на французском, на английском и на всех языках мира он разговаривает. Речь о другом языке. И далее он говорит, что он желает, чтобы мы с вами, чтобы не запрещали говорить языками. Скажите, кто запрещает вам говорить на якутском или на русском? Никто. А вот на языках, извините, запрещают многие. Нельзя, бесовщина, ересь и так далее. То есть речь идет вот именно о незнакомом таком языке. И давайте мы сделаем вывод. Это было так вот вам. Давайте мы сделаем такой вывод. Значит, языки кто дал? Бог. Мы это увидели. И как знамение установил кто?
Иисус, прямая речь в Марка 16, да? Он как знамение. Уверовавших же буду сопровождать сие знамение, дает Бог. И Иисус предупреждает, что это придет. Он обещает, обещано от Отца крещение, и с этим крещением приходит иной язык. Мы знаем, что все апостолы, они молились на иных языках. И апостол Павел, он очень высоко ценил иной язык. И он сказал, что он более всех говорил, не потому ли, драгоценное, он написал 2/3 Нового Завета. Взаимосвязь тут не улавливается ли? Почему так много он получал откровений? Тогда, когда ученики, многие ходили с учителем, жили с ним просто годами и этого не имели. А апостол Павел это имел. Подумайте просто. Поэтому мы с вами подошли к самому главному. Для чего же нужны иные языки? Какая цель? Для чего нам Бог дал этот дар драгоценный? Вот давайте мы разберемся. И начнем мы с 1 Коринфянам, 14 глава, 2 стих. Это у нас слайд 9. Это у нас слайд 9. Вы девочки, слайд 9. Ага. И акцент мы будем делать на первой части. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а кому? Богу. Драгоценные, когда мы говорим на языке, когда мы молимся на иных языках, мы имеем прямую связь с Богом. У нас вот Дух Святой соединяется с нашим Духом через нас. Он говорит, и мы устраиваем в эту сверхъестественную связь. Понимаете? Никто это не может сделать. Только вы, говоря, молясь на ином языке. Вы это можете сделать. Второе. Как же происходит вот это именно говорение на языках? Как это все происходит? Римлянам 8 глава, 26 стих. Она именно говорит о том, как происходит это у нас. Девочки, 10, пожалуйста, слайд. Кто там кого отвлекает? Давайте, 10 слайд. Римлянам. Нет, не хотят. Не хотят они говорить. Значит, что же там говорится о том? Что Дух Святой, да, он... Вывели, нет? Девочки, 10 слайд, неужели сложно вывести? Давайте выведем, или я сейчас зачитаю его. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа». И так далее. Смотрите, как это происходит. Дух через нас, да, Он ходатайствует, Он молится вместе с нами и через нас. И это вторая цель молитвы на иных языках. Мы можем, драгоценные, ходатайствовать. Мы можем ходатайствовать за других людей, именно благодаря тому, ходатайствовать правильно, именно благодаря тому, что мы молимся на иных языках. Давайте мы определим третью цель. Девочки, это надо было переключить следующий слайд, там цели у нас. 11 слайд, и сразу давайте 12. Иуды, следующее у нас Иуды, это всего одна глава, если помните, 20-21 стих. И там мы читаем третья цель, для чего нам дан иной язык. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым». Так? Так написано? Смотрите, можем остановиться. Назидая. Вот что такое назидая? Назидать. Строить, настраивать, возвышать, да, вот это вот слово. И что вы думаете назидается, когда мы молимся на ином языке? Я слышу, где-то говорят, дух. Вообще общепринято, что как бы дух назидается. Но написано, назидает себя. И там слово такое греческое, эпикодомио. И оно означает строить себя, тело, этот храм Духа Святого. Мы как бы настраиваем, вот как кирпичик, да, дом строит когда, кирпичик на кирпичик, вот так мы строим себя изнутри, мы себя ремонтируем, мы себя приводим в порядок, свое тело. И наше тело становится какое? Целостное, здоровое, драгоценное. Это только третий пунктик, а у нас их много. Понятно, да?
То есть у нас происходит вот такая трансформация, когда мы молимся на языках. И здесь дальше продолжение этого стиха. А вы, назидая себя, сохраняйте себя в любви Божьей. Я не выводила отдельно как цель, но я вам просто поясню по этому пункту. Смотрите, сохраняй себя в Божьей любви. Это значит в каком состоянии? В холодном? В тепленьком? Нет, драгоценный, в горячем. Это сохраняй себя в горячем состоянии. Бог не любит теплых христиан. Да? Мы и сами себя тепленьких не любим. Драгоценные, это вот сохранять. И тогда человек, он в таком состоянии, он не выгорает. Под натиском житейских каких-то проблем, которые навалятся, он не выгорает, он стоит в этой любви, он горячий. Когда Смита Вигглера спросили, почему он никогда не берет отпуск, он сказал, а я беру отпуск каждый день. В общении с Отцом через Дух Святой. Я обновляюсь, я отдыхаю, я освежаюсь в Духе. И великий муж Божий, который всем известен как целитель, действительно, у него было исцелений гораздо больше, чем во всех врачей города, задокументированных исцелений. Джон Лейк, он обычно никогда не проводил время пустую, он всегда молился на языках. И что же он сказал? Вы знаете, он сравнил вообще молитву на языках с генератором электричества. Вот кто-то, мужчина точно знает, женщина, может, не очень, но я вам объясняю. Генератор электричества, значит, это тот, кто вырабатывает энергию, да, электрическую. И когда она нужна, вы можете ею воспользоваться, да? Зарядили. Вот это то же самое наша молитва на языках. Это, понимаете, заряд батареи. Это мы заряжаемся изнутри. Ведь когда что-то случается у человека в жизни, какая-то духовная война, битва, сопротивление идет, человек устал, у него уже сил нету, одно навалилось, другое, третье, как обычно бывает. Со всех сторон дьявол атакует, чтобы все-таки свалить тебя, да? Вот, и ты не встал, не поднялся. Вот тебя атака, а тебе уже сил, кажется, вообще нету. И люди тогда становятся на колени, Господи, помоги, излей на меня, дай мне силы. А Бог говорит, стоп. Дорогая, у тебя это есть, заложено уже в тебе. Дух Святой в тебе. И эти реки живой воды в тебе. И тебе нужно заряжать свои батареи. Как заряжать? Чтобы ты мог в определенный момент, когда потребуется, высвободить эту энергию, высвободить эту силу. Это и есть молитва на иных языках. Драгоценные, вы просто многие эти моменты не слышали, не знали, поэтому не пользовались. Но я думаю, что вооружен, как говорили вчера у нас на библиотеке, очень опасен, вы теперь будете именно вот такими у нас все. Смотрите, что еще делает молитва на иных языках? Когда мы говорили об универсальной молитве, молитве хвалы и поклонения, мы говорили о том, что молитва она как бы переводит наш мозг, разум на максимальный уровень работы. Вот когда ты хвалишь Бога, благодаришь Бога. Вы знаете, вот это же исследования научные проводят, это не просто так. Вот эта молитва на языках, она точно так же, как молитва хвалы и поклонения. Это единственные два вида молитвы, которые это делают. Они переводят мозг на наивысший уровень работы, то есть на высшее это, и он активируется, этот мозг. То есть, если вы устали, драгоценные, молитесь на языках, да, Смит Вигглер, там, Джон Лейк вам об этом говорят. Если вы тормозите, вот ничего не соображаю. Значит, что делаете? Молитесь на языках. Выход всегда есть у Господа. Это был 5-й, вообще ничего нету, да, девочки? Наши со слайдами совсем плохо. Ну ладно, выведем. Это был 5-й слайд вообще-то. Так, давайте мы откроем, 15-й, вернее, слайд. Давайте мы откроем 16-й слайд. 16-й слайд давайте откроем, драгоценные. И что там мы с вами видим? Апостол Павел обращается к своему молодому служителю. Тимофей был молодой. Да? Ему была доверена церковь. И он обращается к нему и говорит. Такие открыли, да? Девочки, 16 стих, 16 слайд, это 2 Тимофею 1:6 будет Писание. Угу. Нашли?
он говорит, Тимофей, возгревай дар, который в тебе через мое рукоположение. Это об этом говорит 1 Тимофея, 2 Тимофея 1,6. Значит, о чем он говорит? Смотрите, какой дар вообще передается через рукоположение? Какие дары Духа Святого вы знаете? Вернее, это не дары, да? Это проявление Духа Святого. Ну, называем дары. Какие дары Духа Святого вы знаете? Сколько их? 9, совершенно верно, 9. Там вера, чудотворение, дары исцеления, пророчество, говорение о языках, истолкование языков, развлечение духов, слово знания, слово мудрости. 9 даров. Вот скажите, какой из этих даров можно получить от того, что вот у кого-то этот дар есть, а ты подошел, голову подставил, он тебя помолился, этот дар на тебя перешел, перескочил? Вот. Смотрите, вот из этих 9 даров, да, вот то, что мы сказали, вот вообще-то ни один вот этот не перескакивает. И поэтому в это вы не найдете нигде в Писании, что за него помолился, и у него тоже дар открылся. Вообще дары, проявление даров – это аспект Божий. Но только единственный дар, который передается именно через рукоположение, и мы знаем, мы же тоже только что говорили, через мое рукоположение, да, что передается? Дар крещения Духом Святым и, как знамение, вот этот дар говорения на иных языках. И поэтому апостол Павел говорит: Тимофей, не бездействуй, Тимофей, не сиди без дела, у тебя есть дар, и ты его возгревай. Как же возгревать этот дар? Я надеюсь, что вы уже догадались, как. Да? Очень хорошо. Вы догадались. Нужно молиться, драгоценное, на иных языках, чтобы его вот взбудоражить, вот этот дар. Чтобы вот это вот, понимаете, вообще вот молитва на иных языках, она открывает как бы входные ворота, двери для всех даров Духа Святого. То есть, если вы хотите активировать свои дары, драгоценные, первое, что вы должны делать, усилиться в молитве на языках. Для меня это очень много значит, я думаю, для вас тоже, да? Что именно через эту молитву мы и дальше двигаемся. То есть именно эта молитва у нас идет. Слайд 17. Слайд, девочки, 17. Да? Это вы открыли. Поделюсь сейчас с вами некоторыми вещами. Но смотрите, драгоценные, никогда не гоняйтесь за какими-то методами, за какими-то формулами, потому что в Царстве Божьем не это действует. Не как именно вы там шажок за шажок, и не дай Бог не так, шаг влево, шаг вправо. Нет, в Царстве Божьем действует вера и отношения с Господом. Это то, что на первом месте. И смотрите, когда я получила крещение Духом Святым, а я его получила на 10-й день от того, как была рождена свыше, как поверила в Иисуса Христа и приняла его как Господа, я начала молиться на иных языках поочередно. То есть вот прямо с первого дня я не могла молиться конкретно только на своем, допустим, на русском языке или молиться только на ином языке. Я молилась тут же. Молюсь на русском, перехожу на иной. Молюсь на иной, перехожу на русский. То есть поочередно я молилась. И когда начала молиться, я начала понимать, что все-таки я интерпретирую кое-какие вещи, то, что я молюсь. Потому что они вдруг понимание приходит, о чем дальше молиться. Какие-то выходят то в молитве слова, которых вообще и не мое, скажем так. И я понимаю, что это что-то выливается из того, что я говорила на иных языках, начала молиться. Потом я начала очень быстро применила это и начала брать листок бумаги, ручку и записывать. То есть непрерывно молилась на языках, допустим, полчаса молюсь, и полчаса я пишу. Вот молюсь и пишу. Что выходит? То есть, чтобы тут контроля такого вот не было. Как я молилась? Я спрашивала Бога, допустим, дал мне пояснение по месту Писания. Вот нет у меня понимания этой притчи, еще чего-нибудь. Я была настырная в этом плане очень. Спрашивала Бога. Или хотела получить какое-то пророческое слово для кого-то. Я спрашивала Бога. Любые вопросы задавала Богу. Если не задавала вопросы, значит, я просто молилась, и что-то Бог давал мне для какого-то утешения, что-то назидания и так далее. Я просто получала для себя, чтобы этим методом я пользуюсь до сего дня. Но уже не так часто. Я сейчас в последнее время больше пользуюсь методом другим.
другим. И сейчас объясню, каким. Вот если вот этот первый метод, я, так сказать, меня никто не учил, а Дух Святой, потому что тогда не было в то время у нас, где бы это мы могли посмотреть, научиться, прочитать и так далее. Не было. Дух Святой, вот и все, и Библия, все. Так вот, это второй метод, которым я пользуюсь для интерпретации все-таки языка. Этот метод я позаимствовала, когда услышала, каким делился Кари Блейк. Методика такая. Вы молитесь на ином языке, потом принимаете решение молиться на своем родном языке. Даете тому, что вот есть у вас, вылиться. То есть это то же самое, что крещение Духом Святым, только наоборот. Там вы принимаете решение, что будете молиться на языках, открываете свои уста, и что полилось. Здесь вы точно так же. Помолились, доверьтесь Богу. Без веры никак. Вы доверяете и начинаете молиться. Сказать, ой, да не получилось. Ну, может быть, с первого раза не получится. Но вы говорите, Господь, я принимаю решение молиться, вернее, истолковать то, о чем я молилась. Понимаете? Вы начинаете это просто истолковывать, и оно начинает течь. Вот. Смотрите. Почему важно все-таки интерпретировать то, о чем мы молимся? Да потому что, когда мы молимся на иных языках, и когда наш разум где-то там витает, а мы то себе бубним, молимся вроде бы как бы, да, наш разум остается без плода. То есть дух наш, да, назидается, наше тело что-то получает, но наш разум, да, он бесплодный, а так не должно быть. Так не должно. И почему же апостол Павел говорит, чтобы истолковывали драгоценное, чтобы появился плод? Смотрите, если я буду молиться на языках, и я буду истолковывать, что это будет, как не пророчество? Ну, понятно же, да? Что мы пророчествовали. Если я молюсь, и я истолковываю, значит, я получаю это как пророческое слово. И апостол Павел именно в Коринфянам 14:5, да, 18 слайд, он говорит, чтобы мы с вами, он желает, чтобы все говорили языками, и что? Лучше, чтобы вы пророчествовали, чтобы мы истолковывали. Поэтому очень важно, драгоценно, чтобы мы во время молитвы не только вот так нашему разуму позволяли, ну, иногда будем позволять, чтобы он там блуждал, где-то чего-то занят другими делами, но чтобы он был сосредоточен на чем-то. Когда мы молимся, мы можем промать какую-то ситуацию или человека, но сосредоточены. Почему это важно? Да потому что именно во время молитвы вы получаете откровение. А это откровение, так, знаете, доли секунды, так бамс, или какая-то как вспышка. Если вы не сосредоточены, вы не уловите. Ни словесно, ни видимо, вы не уловите это. Вы просто пропустите. Просто пропустите. Поэтому важно, чтобы мы с вами получали все-таки плод. Вы знаете, у меня бывают часто еще такие отсроченные откровения, когда я, допустим, долго молюсь языками вечером и ничего не получаю, какого-то особого откровения. А утром проснулась, вот оно пришло. И Джон Лейк именно он так и делал. Он ходил по парку, он там гулял, но он постоянно молился. И когда он возвращался с этой прогулки, он обязательно записывал какое-то слово, проповедь, то, что он промолился, да, интерпретацию эту записывал. И поэтому его проповеди, они так актуальны и до сего дня, хотя им более 100 лет. И он еще очень важно, что нужно нам научиться все-таки размышлять драгоценные, да, и останавливаться. Вот Джон Лейк, он так и делал. Он что делал? Он говорил слово, вот как я говорю, проповедь, да, потом на английском языке он говорил, потом он останавливался среди проповедей и начинал молиться на иных языках. Вот если бы я сейчас остановилась и вам так минут 10-15 помолилась на языках. Сейчас я вам объясню. Вы должны понимать разницу, драгоценные. Говорение языками и молитва на языках – это разные вещи. Это разные вещи. Если я говорю языками, вот я вам проповедь говорю на языке, который вы не знаете, не понимаете, толку никакого. Вообще. Поэтому и говорят, чтобы их должен быть истолковывать кто-то. Но мы же молимся языками. Истолковывать не обязательно, драгоценные. Молитва на языках. Почему в наших церквях мы не молимся на языках на сцене? Правда же нет?
Нет. Где мы применяем? Да не только наша церковь. Пятидесятнические церкви любые, вы возьмите в Ютубе, посмотрите, никто нигде молитвой на иных языках прям не вещает. Почему? Да потому что, знаете, мы как бы боимся, что мы спугнем кого-то, что люди нас не так поймут, что люди нас посчитают, что это ересь, еще чего-нибудь, там нас отнесут не туда. Поэтому мы как бы стыдимся. Мы стыдимся. И знаете что? Я хочу вам сказать, что если мы чего-то стыдимся в своей жизни, оно не будет для нас работать. И это касается не только в церкви в общем, но это касается каждого из нас. И когда мы со студентами первого потока молились на языках, вначале они шептали. К концу они немножко, некоторые повысили голос и начали уже проявлять этот голос, появился. Вот. Но не все. Сейчас у нас новый поток, опять-таки шепчут пока. Их не слышно, там стань сзади, ничего не слышно. Как будто бы там они почти не молятся. Тихо, стесняетесь. Драгоценный этот язык дал вам Бог. И чего стесняться? Радоваться нужно, и нужно двигаться дальше. Раньше я молилась на языках от 30 минут до часа. Где-то так, плюс и минус. Всю свою жизнь сознательную, скажем так, до определенного времени, когда я решила все-таки изучить эту тему. И когда я начала углубляться, вы сами знаете, когда ты чего-то ищешь, Бог тебе дает, да? И вот я начала изучать наследие именно Джона Лейка, через Карл Блейка, начала изучать это наследие. Я познакомилась с очень интересными братьями во Христе, которые молятся по 3-4 часа в день. Я начала переписываться с братом, который молится, он молодой брат, всего 32 года, он молится по 12 часов в день на языках. И ему это открыто как ходатайственная молитва. Он именно так служит Богу. И когда я решила поменять свою молитвенную жизнь именно на иных языках, я начала молиться также вечером, то есть это особый вид молитвы, вечером личные отношения с Богом. Я не буду пока углубляться по технике, но я вам хочу рассказать, как я молюсь днем, потому что кто-то может взять себе на вооружение это и также продолжать молиться. Я с вами обязательно поделюсь о том, какие виды молитвы и как я молюсь днем, вслух, то, что вы тоже можете делать обязательно. Но вначале я хочу вам рассказать о том, пример со своей жизни, когда в январе этого года в наш дом пришла беда, огромная беда. Она просто как молния среди ясного неба, потому что среди полного, казалось бы, здоровья самый дорогой и близкий мне человек попадает в реанимацию в тяжеленном состоянии, критическом, на 5 суток. И поэтому я 5 суток, вы никто и не знаете об этом, и никто по мне ничего не скажет. Я 5 суток стояла в молитве, непрерывной молитве на иных языках. Я молилась непрерывно, я только время оставляла для того, чтобы покушать и поспать. И что я вам хочу сказать? Именно то, что я молилась на языках, и только 5%, наверное, было молитвы на русском языке из этого времени, непрерывной молитвы, непрестанной. Я когда же кому-то писала, я постоянно молилась, я не прерывалась. Что происходило? Вы знаете, у меня были силы. Вы можете поверить, у меня не было усталости такой, что я там с ног валилась, ничего подобного. У меня были силы. Мало того, я вот это ощущала, вот это Божье присутствие, вот это вот необыкновенное, что я в нем, он во мне, и эти языки текут, и я вот покрыта. И вы знаете, приходил сверхъестественный мир, потому что объяснить логически это невозможно. У меня был нормальный аппетит, я кушала, как обычно. У меня был нормальный сон, я спала крепким сном, драгоценные. Вы можете себе запрограммировать, когда у вас говорят тяжелое, нестабильное состояние самого близкого человека, а вы спите. Это только возможно с Богом, это невозможно запрограммировать себя. Только когда вы входите в этот Божий мир, Божий покой, о котором мы поем, что среди любого шторма ты можешь быть вот в этом мире. И это дают языки. Если бы я, драгоценная, молилась на русском языке, я бы потеряла этот мир. Потому что я бы допустила страх, а значит неверие, а значит я бы не устояла. Вы понимаете? И силы мои иссякли. Батареечки моей бы не хватило. Поэтому нужно было вот это наполняться, регенерировать, возбуждать, чтобы эти потоки, они высвобождались. Понятно я сказала, да? Объяснила. Слава Богу. Смотрите, поэтому это 8-й был цель. Так,
Ага, уже перескочили далеко, ну не обращайте внимания. Я вам так расскажу. Девочки, это был слайд у нас, собственно говоря, какой она была, 19-й, да, вхождение в Божий покой. Смотрите, ну, пока 20-й поставьте, я еще расскажу чуть-чуть. Когда вы ходите в Божий покой, когда вы живете без стресса, да, вот в таком состоянии, это человека делает моложе. Я вам скажу такой секрет. И знаете, есть такой проповедник Жозеф Принц. Да ему там где-то 60 уже, может, и с хвостиком. А он как пацан выглядит. Ну, иначе не скажешь. Ну, молодой. Он говорит, я постоянно молюсь на языках. Вот просто постоянно молюсь на языках. Вот. Человек, поэтому, почему? Он входит просто в этот Божий покой, в Божий мир и сохраняет его. Смотрите, давайте 20-й слайд мы все-таки откроем. Какие виды есть языков? Драгоценные девочки, слайд 20. Слайд 20. Виды языков. Угу. Вот они. Смотрите, мы с вами уже перечислили, да, какие есть виды языков. Иные, ангельские, разные, новые. Да? Перечислили? Перечислили. Смотрите, все эти языки, они могут быть как публичные, так и личные. Публичные языки, скажу вам так честно, не для нас, драгоценные. Что такое публичный язык? Это вот как вот те великие мужи Божьи. Они вышли на сцену и вам целый час проповедуют на этом ином языке и интерпретируют этот язык. Ну, слушайте, ну, где-то еще у нас этого не получается. Скажем так, честно. Но у нас есть личные языки, личные. И вот личные языки, давайте следующий слайд, можно их использовать для разных видов молитв. Да? Для разных молитв. Смотрите, там назидание, то есть поддержание молитва, там есть для ходатайственной, для духовной войны и поклонения. А это очень просто, драгоценные. Откуда это я взяла? Да из жизни. Вот вы можете говорить на языках, на родном языке, молиться разные молитвы? Можете же? Одним и тем же языком по-разному переставили слова, то вы приказали духовная война, то вы помолились, то вы пропели это. То есть мы можем, вот точно так же, на вот этих языках мы с вами можем, на языками мы можем проводить разные виды молитвы. И это не только молитва, о которой я говорю, молитва поддержания, назидания, когда бу-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 бу. Слушайте, она тоже нужна. Она нужна. И я вам скажу такой маленький секрет. Я никогда не молчу. Лишь бы у меня была эта возможность, хоть малейшая. Глажу ли я, уборку делаю, готовлю я кушать, что бы я ни делала, просто даже читаю что-то, с вами переписываюсь, я постоянно молюсь на иных языках. То есть это молитва, которую вы можете как для поддержания. А где это написано в Слове Божьем? Это написано Ефесянам, можно переключить. Это написано Ефесянам, 6 глава, да, Ефесянам, 6 глава, 17 стих, да? Всякую молитву и прошение, молитесь во всякое время духом. Когда нужно молиться духом? А духом это иными языками. Во всякое время. Драгоценные. То есть прекратите тратить время. Просто упустую, чтобы оно у вас уходило, утекало, как вода. Молитесь. Вы же можете молиться. Ну и мойте, ну и молитесь. Молитесь. Но это не один вид молитвы. Но у нас есть еще, видите, второй пункт. Да? Со всяким постоянством молением о ком? О всех святых. То есть какой второй вид молитвы? Ходатайственная, драгоценная. Я не только бу-бу-бу, или там какую-то свою проблему промаливаю, или там что-то спрашиваю у Бога, но я еще молюсь ходатайственной молитвой. Что это значит? Это значит, когда мне Бог показывает кого-то, да? Когда всплывает этот человек, или какие-то обстоятельства, я начинаю молиться. Я не знаю, о чем молиться, как должно говорить. Да, ну кто знает, Бог-то знает. И я молюсь ходатайственной молитвой. Это самая верная молитва. Вот тут вы точно колдовать не будете. Что вот Бог сделал его вот таким. Угу. Сами справься. Вот. Поэтому ходатайственная молитва – это вот замечательно, и вы молитесь в течение дня обязательно за кого-то молитесь. Потом вы ведете духовную войну. Вы же молитесь, какие-то обстоятельства жизненные. А чем отличается ваша эта молитва, вот, как духовной брани? Чем она отличается от, допустим, молитвы тоже назидания? Чем? Смотрите, драгоценные, это так же, как вот мы на своем языке, это же просто все. Если вы молитесь, вот, допустим, я молюсь просто обычной молитвой, я могу тихонько молиться, да, там что-то проговаривать, это. Но если я именно веду духовную войну, это какая молитва?
вслух, громкая, с силой. Понимаете? Воинственная молитва. То есть я те же самые слова, но я говорю: дьявол, пошел прочь во имя Иисуса. Я ему приказала, я его не сказала: дьявол, ну подвинься, уйди. Он не уйдет. Он должен почувствовать вот эту силу. Понимаете, можно вот так дунуть, а можно так дунуть, что полетит. То есть вы должны показать свое намерение и силу. Поэтому молитва духовная, чем она отличается? На любом языке. Вы на своем молитесь родном языке или вы молитесь на иных языках, она должна быть громкая и с силой. Поэтому, когда мы со студентами, мы молимся на таких, с первым потоком, и с вами второй поток будем молиться со следующего раза уже. Теперь вы будете грамотные. Мы будем молиться также молитвой брани. То есть что мы делаем? Мы что-то отсекаем дьявольское в своей жизни. Мы разрубаем какие-то оковы, мы промаливаем ситуацию. Вы можете молиться за какую-то ситуацию, конкретно держать ее пред собой, человека, ситуацию, и просто вот этой молитвой молитесь, и точно она будет цель. Почему? Это очень важно. Бог посылает ангелов своих, потому что молитва правильная, по Божьему Слову, и она предотвращает многие кризисные ситуации. Не тогда, когда именно кризис мы начинаем, и так уже молишься, и тарабанишь, и туды. Нет, не тогда, а чтобы этой ситуации не пришло кризисной. Понимаете? Вот она. Смысл. Мы промаливаемся, ходатайствуем, мы молимся на иных языках. И, драгоценные, мы также, вот Яна любит молиться так тоже, да не только Яна, мы что делаем? Мы языком своим говорим, молимся и что? Поем. Мы же одним и тем же языком, мы поем, драгоценные. И апостол Павел об этом говорит совершенно верно. Вот, стану молиться духом, да, это значит языками, и молиться умом. То есть буду петь духом и умом, драгоценные. То есть мы можем с вами восхвалять Бога. Но что я хочу, на что обратить ваше внимание, что очень важно. Нам нужно научиться очень четко и быстро переключаться с одного вида молитвы на другой. Вот это важно. То есть как это делается практически? Вот вы молитесь, назидающих, молитва назидания. Ходите там, что-то молитесь, тихо делаете, что-то там промаливаете себе. Перешли на ходатайственную молитву, начали молиться за кого-то, перешли быстро на молитву духовной, войны, брани, на прославление. Почему это важно? Это оружие воинствования ваше, это оружие ваше драгоценное, и в каждой ситуации нужно его правильно применить. К месту называется, применить. Следующий слайд, девочки, пропускаем уже. Давайте его, это самое, оружие воинствования. Поставьте, пожалуйста. Угу. Так, смотрите, давайте поставим Иоанна 7:38. Давайте. Ага, вот оно. Смотрите, кто верует в меня? Вы веруете в Господа? Да. Тогда что? Из чрева потекут реки воды живой. Драгоценные, давайте разберемся. Откуда потекут эти реки воды живой? Откуда? А что это такое? Ну, покажите мне это место. Смотрите, драгоценные, это не из живота, да? Нет, не из живота. Это из утробы, из чрева, которое внутри нас, потекут реки воды живой. Теперь смотрите, что зафонтанирует с меня сейчас тут? Вот я пришла, смотрю, такой фонтан, просто они невидимые, но фонтаны разбрызгивают. Ничего подобного. Откуда должна течь эта вода? Откуда? Из нашего рта, из уст. А каким образом она может оттуда течь? Когда мы что делаем? Молимся. Но молимся как, драгоценные? Что Иисус говорит? Что Слово Мое есть дух и жизнь. Есть такое Иоанна 6:63? Да? В прошлый раз Сава Савич об этом говорил. Его Слово – дух и жизнь. А нас призывает 1 Петра. Что говорит? Говорите, так говорите, как Слово Божье. Да? Если мы молимся на языках с вами, да? Мы говорим Слово Божье. Аминь. Теперь смотрите, если вы молитесь вот одним своим языком, якутским, русским, украинским, бурятским, молитесь языком, это одна река. Одна река. А вам нужны реки, драгоценные, реки нужны. А реки – это что? Иной язык. Хотите реки, воды живой? Иной язык. Молитесь на иных языках. И тогда с вашего чрева потекут эти реки воды живой.
Давайте мы откроем слайд 28, драгоценный. 28 слайд откроем. Смотрите, вы все хотите жить победоносной, успешной жизнью. Хотите же? Ну, только глупый не хочет. Поэтому вы все умные, все хотите, и правильно делаете. И нам Бог дает такое обещание, и Он, мало того, Он нам конкретно прописал, как же нам жить этой успешной жизнью. И студенты первого потока сейчас прям хором искали это местописание. И где же прописан этот наш рецепт, скажем так? Вы, наверное, вывели, да? Ага, вот вывели, поэтому вы уже знаете. Иисус Навин, да, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполняй все, что не написано, тогда будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно». Драгоценные, в каком случае вы будете успешны? Не отходит от уст твоих кто? Божье Слово. Когда оно не отходит, и ты исполняешь, ты успешен. Да? А что же, если кто-то из вас помнит, и кто-то был у вас на проповеди, которая я делилась летом? Ключ к успешной жизни. Так и назывался. Прям ключ. И что же это был за ключ и рецепт счастья? Вот так бы хотелось услышать от вас. Чтобы это... Я думаю, вы просто стесняетесь сказать вслух. Так вот, я вам напомню, драгоценные, чтобы вот этот вот ключ и рецепт счастья, это, собственно говоря, чтобы с наших уст не исходило никакое гнилое слово, чтобы наше слово, оно соответствовало Слову Божьему. Скажите, мы только что говорили и делали акцент. Молитва на иных языках – это по Слову Божьему? По Слову Божьему. А если мы говорим Слово Божье, оно есть дух и жизнь? Дух и жизнь. Вы понимаете, что вот, и что это дает нам? Оно говорит, что если я говорю Слово Божье, я буду успешен. Я буду успешен, драгоценный, вы будете успешны. Если вы будете говорить побольше, будете молиться на иных языках. Ваша жизнь, она будет успешна. И это не все, да, вы правильно делаете. Ну, потом можно дома посмотреть, еще раз послушать, что-то вникнуть и так далее. Давайте я вам быстренько пройду дальше. Я и так стараюсь по-быстрому, потому что мы очень сильно затянули сегодня по техническим причинам, поэтому я, как всегда, вынуждена ускоряться. Как-то так получается. Вот, интересно. Смотрите, когда мы с вами молимся на языках, что же драгоценное происходит? Вот именно на языке, давайте еще скажу два слова. Помните, я вам говорила, что наш язык, он сравнивается с чем? С кисточкой художника. Вот что нарисуем, вот такая наша жизнь будет. Так кто знает, что для нас есть благо? Господь. Поэтому, доверьтесь этот язык, отдайте Духу Святому, пусть Он и рисует вашу жизнь. Понятно, да? От плод уст своих человек насыщается. От плодов своих уст. Поэтому, драгоценные, это очень важно нам молиться, говорить по Слову Божьему. Смотрите, какие еще моменты хочу обратить внимание. 12 – это уподобление Христу. Вообще у нас, христиан, есть такая цель – преобразиться в образ Христа. Есть такая цель? Ну, иначе как мы туда попадем? Да? Преобразиться в образ Христа. Он нам создал свою праведность, одежды. Мы царские дети. Мы должны во всем преобразиться. И чувствования наши быть, и поступки наши, и делать дела, которые Он делал, и так далее. Преображение в образ. Так вот, что больше всего помогает преобразиться в образ? Что помогает преобразиться? Драгоценное обновление разума. Обновление разума на первом месте стоит для того, чтобы мы уподобились Христу. Но на втором месте, вот оно, говорение на иных языках, драгоценные. Вы также уподабливаетесь Христу. Это происходит. И много чудес, которые происходило в жизни, многие, которые пробуждения проходили, все свидетельства, великие эти мужья, которые в этом участвовали, они говорят, что любое великое чудо ему предшествовала длительная молитва на языках. Хотите чудес в своей жизни? Молитесь, драгоценные. Выход просто, вот он, на поверхности. Просто не знали, где и не копали. Да? А мы сейчас начинаем просто углубляться. Следующий момент – это
Молитва повышает чувствительность к Духу Святому. Вы понимаете, не надо, когда кризис, начинать орать к Богу, думать, что ты его услышишь. Да не услышишь ты уже его. У тебя тут уже страх, у тебя беспокойство, у тебя тут уже мысли разные бомбардируют. Но если ты с ним постоянно ходишь, и если ты приучился, если вы постоянно молитесь на языках драгоценных, постоянно пребываете в Духе, и вам не нужно, если вас кто-то что-то спрашивает, ой, да я за тебя помолюсь. У вас это выходит из уст просто, тут же, автоматически. Потому что вы ходите с Духом. Вы более чувствительны и в своем хождении. Вам не надо, мне туда ехать, не ехать, мне туда идти, идти. Да не надо этого даже и молиться, потому что вы это точно знаете. Вы более чувствительны становитесь. Понимаете, и когда вы постоянно в Духе, вы можете эту вот мудрость от Бога черпать, эти откровения черпать, этот мир черпать, эту радость черпать в Духе Святом. Драгоценные, я сегодня сказала, только выделила 15 пунктов. Конечно же, это не все. Это, я так думаю, что это вот буквально вот чуть-чуть, но очень значимо. И я думаю, что вы сегодня, я вас убедила, я очень на это надеюсь, что именно говорение на языках, молитва на языках, это первый и наиболее яркий дар Духа Святого. Это уникальнейший дар, который Бог нам дал. И он просто незаслуженно в пренебрежении.